Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю 16 по 22 марта 2020 года для козерогов. Будем делать прогноз на колоде Таро, на колоде метафорической и на цыганской. Сначала посмотрим, что ждет в основных сферах на колоде Таро. Так, замечательная карта «Мир» выпадает как основная. Отношения двойка мечей. Работа у козерогов. Семерка мечей. И финансы. Рыцарь чаш. Посмотрим, какие будут у нас дополнения. Из цыганской колоды достанем еще карты. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, основная карта «Мир». То есть у скорпионов, у козерогов будет весь мир у их ног, и они будут чувствовать себя вот такими владыками мира, да, то есть они будут чувствовать, что все для них. Карта действительно очень хорошая, это карта окончания каких-то важных процессов, это окончание какого-то проекта важного, да, когда мы уже готовы перейти на новый уровень, когда мы готовы начать новую жизнь, может быть, переехать, может быть, начать сотрудничество с новым партнером. Эта карта также часто показывает рождение ребенка для тех, кто, для кого актуальна эта тема. В общем, это новая жизнь, это все абсолютно меняется, это то, что мы заслужили. То есть весь наш опыт приводит обычно нас вот к миру, да, то есть мир – замечательная карта, которая говорит о том, что вот о чем мечтали, то получили. Человека, какого мечтали встретить, такой приходит. Дело какое-то пытались закончить, долгое время вкладывались в него, есть возможность получить результат. Причем здесь действительно мы довольны тем, что получилось, и готовы выйти уже из этого состояния, на новый уровень перейти. Это, кстати, и перемена статуса может быть в отношениях, это перемена статуса в работе, то есть повышение по должности, переезд может быть даже в другую страну. Может быть, даже для кого-то это эмиграция, да, то есть очень серьезные перемены такие в жизни. Если у козерогов все-таки не настолько сильные какие-то перемены, в любом случае то, что происходит, меняет их жизнь, помогает им начать какой-то новый виток в своей жизни. Для отношений здесь выпадает у нас двойка мечей. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут проблемы в отношениях. И для того, чтобы было легко договориться, нужно обязательно учитывать мнение партнера, его интерес. И тогда конфликта не произойдет. Карта говорит о том, что самое важное на этой неделе в отношениях для козерогов – это общаться по интересам. Именно какие-то разговоры о делах, о работе, о каких-то увлечениях. Вот именно вот это сближает. Для тех, кто ищет партнера, двойка пиковая, это прямо точное повторение карты, которая у нас в Таро, говорит о том, что нужно обязательно искать партнера по интересам. Мы можем встретить его там, где вот наш круг, там, где группа по интересам, где наши друзья собираются, с которыми нам интересно поговорить о наших увлечениях. Вот здесь и есть возможности для встречи. То есть все начинается с дружбы, все начинается с взаимного интереса, взаимных, вернее, с общих интересов. Да? Для тех, у кого есть пара, король червовый в дополнение говорит о том, что нужно больше времени посвящать дому, семье, нужно договариваться
о том, как вы распределяете обязанности, какие у вас, в общем, законы в отношениях, вот вы именно в вашем доме, да, то есть, скорее всего, эти вопросы будут решаться на этой неделе, либо они помогут, вот эти законы, обязанности, которые имеет каждый из партнеров, они могут как раз помочь вам договориться, не поссориться и так далее. Для недвижимости тоже может быть карта, то есть, может быть, вы будете выбирать недвижимость, да, чтобы она устраивала вас обоих. Для тех, кто в ссоре, двойка трефовая говорит о том, что вы будете, скорее всего, в сложной ситуации находиться. Скорее всего, вам будет хотеться прекратить отношения, вам, может быть, будет хотеться поставить точку. Но вот эта карта говорит о том все-таки, что не стоит спешить. То есть вы все время успеете закончить отношения, нужно подумать, может быть, действительно чего-то партнеру не хватало, может быть, не хватало общения, может, не хватало общих каких-то интересов, да, тем более у нас здесь главная карта мир, то есть эта карта говорит, что мы со своим партнером чувствуем себя как две половинки одного целого, может быть, как раз вот этого не хватало, и нужно подумать, как это сделать, а потом только уже выходить на перемирие, да, чтобы у вас было что предложить партнеру. Для работы выпадает семерка мечей. Карта говорит о том, что будет возможность, скорее всего, получить какие-то очень важные выгоды при партнерстве. То есть вот эта карта, она очень часто связана с индивидуальным консультированием. Да? Если вы сами консультант, то у вас очень удачная неделя. Если вы же обращаетесь к консультанту, то обязательно нужно тогда, как сказать, использовать вот всю эту информацию для того, чтобы в профессию вложить. Да? То есть именно нужно сейчас добавить какой-то нужной информации, чтобы у вас какой-то важный вопрос решить в работе. Скорее всего, он зависит от других людей. Кроме того, эта карта еще может говорить о том, что кто-то из недоброжелателей у вас может появиться на этой неделе и какие-то неприятные вещи у вас за спиной делать. То есть нужно быть внимательным, не говорить слишком много о себе, тем более о каких-то делах личных, которые вас касаются индивидуально. В общем, здесь вообще поменьше говорить желательно, чтобы вот не было лишней информации для тех людей, которые могут воспользоваться ей не так, как нужно. Кроме того, карта может еще говорить о каких-то, может быть, лишних усилиях, да, когда вот вы, допустим, старались, а оказалось, что не нужно было это делать, какое-то вот зря потраченное время, зря потраченная энергия и так далее. Но эти ситуации, они немногочисленные, то есть будут быстро проходить. Для тех, кто ищет работу, восьмерка червовая говорит о том, что, может быть, работа даже на дому будет вам предложена, либо удаленная, либо рядом с домом. Кроме того, здесь карта может говорить о том, что может повести в работе, связанной с уборкой помещений, допустим, да, или работа связана с красотой, да, может быть, вы будете там как дизайнер работать, с одеждой, может быть, связано с косметикой, как парикмахер, вот все, что связано с этой стороной деятельности. Кроме того, может повести с работой тем, кто занимается психологией, эзотерикой. Это вот тоже очень удачный период, когда можно проявить себя, и ваш работодатель будет рад вас принять на работу. Для тех, кто работает валет червовый, говорит о том, что, скорее всего, вы будете стараться как-то противопоставить себя коллективу, другим людям, и это будет вам во вред, это будет как раз вызывать вражду, да, и желание как-то вас поставить на место. Поэтому самый главный совет для тех, кто работает, вот именно быть в коллективе очень человеком комфортным, да, то есть не нужно слишком выделяться, не нужно говорить о том,
насколько вы замечательный, как у вас все хорошо получается. Тем более о личных каких-то вопросах не нужно говорить, о семейных делах. Да, то есть нужно всю эту информацию держать при себе, но стараться сделать так, чтобы в коллективе все было как бы комфортно, спокойно, и стараться не противопоставлять себя. Для тех, у кого свое дело, семерка пиковая говорит о том, что будет очень много дел, связанных с бумагами, может быть, оформление бизнеса, либо оформление каких-то очень важных документов, договоров. В общем, будет очень много переписки, работы с техникой, именно вот информационная техника. Кроме того, здесь, знаете, вы можете вот что-то свое залицензировать, да, то есть, может быть, защитить как-то права нужно, какое-то направление вы выбрали, которое отличает вас от конкурентов, да, и вот есть возможность это все, ну, как бы сделать вашей собственностью. Тем более вот здесь 2 семерки, да, это у нас не только партнерство, это и конкуренция. То есть вот вопросы с конкуренцией будут выходить на первый план, и нужно сделать так, чтобы информация о вашем бизнесе, она не попадала к конкурентам, иначе это может быть, ну, они могут просто ей воспользоваться, да, и вы потеряете что-то важное для вас. Но вообще нужно быть внимательным, чтобы не было ошибок в документах. Обязательно проверять. Опять вот то, что я говорила про специалистов, к которым нужно обращаться. Вот для вас это большое значение имеет. Для финансов выпадает рыцарь чаш. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, довольны тем, что получаете. Либо здесь будет какой-то дополнительный доход, либо это будет какая-то там серая зарплата, да, в общем, то, на что вы не рассчитывали. Либо, может, вы как